Закончилось заседание или обсуждение? Заседание общественной палаты. И вот обсудили автобусную проблему. Я так понимаю, это первая ласточка, да? Но на самом деле, будем так говорить, программа уже год о ней говорится на уровне города, на уровне республики, да, на уровне Арсения Сергеевича. Правительство даже уже подготовлено, это какое-то постановление, там Тарасенко должен подписать, ну, то есть, я не знаю, распоряжение какое-то. То есть, на самом деле, а горожане об этом ничего не знают. Вот это, к сожалению, наша система, что типа мы тут сами разберемся, а потом вам готовый продукт дадим. А город, вот, ну, особенно в сегодняшних условиях, когда все тут перекопано, там перекопано, автобусы ходят как попало, по каким неизвестным улицам и так далее. Ничего не говорит о том, что готовится серьезное изменение вот этого всего. И чтобы это сделать, да, нужно, что называется, поставить диагноз городу, то есть посмотреть вообще все вот движение автобусов, да, инфраструктуру нашу, или как еще говорят, трафик. То есть есть сегодня новые микрорайоны, тот же 203-й, тот же там, ну, там по окраинам города строится, люди вселяются в дома, а рядом нет ни остановки, ни школы, ничего. И начинается вот эта беготня, такси, вот эти маленькие машинки, стоящие там под теплыми гаражами, в народе называется Наташа. Почему люди уезжают из города, конкретно из Якутска, да, в другие города? Все-таки должен быть комфорт жизни. Это очень важно. То есть мы строим хорошие больницы, строим сейчас новые школы, новые садики. А вот между ними с точки А в точку Б добраться очень сложно. Сегодня в центре города построить и купить квартиру очень дорого. Люди покупают на окраинах, там тот же ДСК, там и вот и другие микрорайоны. А добраться целая проблема. Поэтому, если будет такая вот нормальная инфраструктура автобусов, то есть мама знает, что одевая ребенка в школу или в садик, что через 5 минут он будет на остановке, автобус теплый стоит, она выходит, садится, поехала, и не нужно вот эти действительно такси и все остальное. То есть такая кровоносная система города – это транспорт, общественный транспорт. Может быть, вот если он будет правильно работать, у нас будет и меньше частного транспорта использоваться, и такси, и так далее. И безопасность, это очень важно, безопасность. Потому что то, что сегодня вы видите, как ездят автобусы, обгоняют друг друга, потому что им нужно собрать пассажиров, потому что каждый пассажир приносит в клювике денежки, а здесь система полностью совсем другая. Модернизация системы общественного транспорта в городе Якутске давно назрела, это ни для кого не является новостью. Маршрутный автобус, его задача максимально большее количество людей перевести. Поэтому начинается чуть-чуть здесь подождать, чтобы на той остановке люди накопились. Или обогнать впереди едущий автобус, в первом приехал. У каждого маршрута задача ехать по центральной улице. И исходя из этого есть очень большой дисбаланс. У нас есть маршруты, которые в год перевозят по Биллингу порядка 1 миллиона поездок всего лишь, да? А есть маршруты, которые перевозят по 3,5 миллиона. То есть очевидно, что маршрут, который перевозит больше людей, у него больше инвестиционных возможностей покупать новый автобус. А остальные ездят, значит, на старых базиках 54. И, собственно говоря, у них нет возможности обновления. У нас сегодня подошли к 11-летнему сроку, это крайний срок, после которого мы не допускаем автобусы на линию. Уже очень большое количество автобусов, только около 100 автобусов у нас пишут в ближайшее время, мы не допускаем. К сожалению, сегодня никто в городе Якутске, никто точно не может сказать, сколько у нас пассажиропоток существующих. Мы имеем сегодня данные с Биллинга, который идет по безналу, но, соответственно, по наличному расчету это все только корреляция. Условно 40% или 35%. Поэтому, значит, мы проведем эту работу, и уже по результатам этой работы можно будет выстраивать математические модели, которые дадут четкое обоснование. Сегодня как подход, да, подход есть. Но в целом мы, как городская администрация, не сидим, не живем, можем уходить. Мы большую работу провели совместно с председателем правительства, с Арсением Сергеевичем, с Министерством транспорта. Те 100 автобусов, которые сегодня уже на территории города, этот год работает до 2021 год. Порядка 300 автобусов необходимо городу разного класса. Соответственно, 1/3 мы уже сейчас обновим. И более того, здесь, наверное, конечно, обновление требует не сколько сами автобусы, а маршрут. Поэтому будем ждать исполнения этой научной работы. Сейчас будем ее задать.
Компания Сахарем является дочерней компанией группы компаний Литем Транспорт. Год назад примерно руководство нашей компании состоялась встреча с руководством региона и в том числе с мэрией. Было предложено внедрить концепцию системного изменения системы общественного транспорта. За этот год мы провели ряд рабочих встреч, совещаний. В ноябре 2021 года было подписано трехстороннее соглашение между городом и республикой, ну и, соответственно, нашей компанией. Мы договорились о сотрудничестве в подготовке программы модернизации системы общественного транспорта в городе Якутске. На сегодняшний день есть дорожная карта по реализации данной программы. Эта дорожная карта предусматривает несколько этапов. Один из важных этапов, который предстоит сейчас пройти, это первые полгода. Это будут проведена исследовательская работа, в результате которой мы должны получить новую маршрутную сеть и вообще новую транспортную модель системы общественного транспорта города Якутска. Программа в полную меру должна заработать уже к осени 2023 года. В концепте, который мы задумали, подразумевает в себя системные изменения, включая строительство сервисного центра, включая обновление автобусного парка на 100%, переход на газомоторную технику с целью экономии и поддержания экотренда, скажем так. Также подразумевает организацию единого центра системы управления общественным движением. Это цифровизация транспорта, это строительство по новой маршрутной сети необходимого количества теплых остановок. Это также подразумевает строительство нескольких газовых заправок для заправки общественного транспорта. То есть это комплекс мер, направленный на изменение всей системы общественного транспорта в целом. То есть не точечно, а изменения комплексные. Мы планируем запустить цифровой транспорт, который, нам хотелось, чтобы был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в том числе свободным доступом Wi-Fi для пассажиров. Все маршруты, они на сегодняшний день разыгрываются по конкурсу. Здесь будут просто иные условия конкурса, и одной из целей, главной задачи, это переход на брутоконтракты, то есть когда частные перевозчики, или неважно какие перевозчики, это будут государственные, муниципальные или частные, будут выполнять определенную транспортную работу и получать за нее плату, исходя из так называемого рубль-километр, то есть они не будут зависеть от количества провезенных пассажиров. Тем самым будут поставлены в одинаковые условия со всеми перевозчиками, и не будет уже каких-то лакомых маршрутов. Все маршруты будут одинаковые, и транспортная работа, которая будет проделана каждым из перевозчиков, она будет оплачиваться вот по такой схеме. Это позволит в первую очередь уравнять всех правах, а во-вторых, перейти на полную оплату по безналичному расчету за проезд. Это, в свою очередь, позволит, так скажем, обелить рынок, и все денежные средства, которые будут собираться за оплату, за проезд, они будут собираться непосредственно в казну города, и уже оттуда будут оплачиваться вся транспортная работа, которая будет проделана в рамках данной программы. Он должен выполнять маршрут, он должен выполнять график, неважно, тебе есть 3 человека или 30, ты получаешь ту же зарплату, потому что ты выполняешь график. В 10 вечера ни один автобус по городу не ходит. Опять же, почему? Да потому что там пассажиров нет. Какой смысл ему выезжать? В этом случае, когда будет работать новая система, ты уже никуда не денешься. Не выехал на 10-часовой рейс, минус зарплата.
Все, так должно быть. И всем этим будет руководить мэрия. То есть человек зашел в автобус, рассчитал своей карточкой, деньги поступают не водителю, а в бюджет города. А уже бюджет города смотрит, как этот автобус сработал, и исходя из этого платит либо предприятию, либо конкретно частнику, который тоже будет участвовать в этом все, ту зарплату, которую он обязан был получить.